думаешь, что он придет в день суда, когда Аллах воскресит людей, встанут все в одной долине, Аллах приблизит солнце на расстоянии мили. Сейчас, когда солнце далеко от нас, в некоторых местах 50-60 градусов жары летом бывает. Если солнце на расстоянии мили к людям приблизится, когда люди одни толпы в джаханнам будут идти, другие будут в рай идти, когда пророки не смогут заступиться за свои общины, когда кроме себя они будут бояться за кого-то кто-то скажет, когда будет сказано, что из каждой 1999 в джаханнам, ты думаешь, в тот день, когда родители будут бежать от своих детей, боясь, что дети попросят какое-то право, когда мать будет спросить своего сына за 9 месяцев, которые я тебя носила в утробе, одно благодеяние для этого дня дай. Когда люди будут в таком состоянии, неужели ты реально думаешь, что те, за кого ты делал гиба, будут тебя прощать? Придут люди в день суда, благодеяния которых будут подобны высоким белым тиганским горам, и Аллах их сделает пылью развеянной. В тот день человек не будет владеть ничем, кроме своих дел. Тот пост, который ты с такой тяжестью держал, тот садака, который ты последние деньги своего имущества давал, обделяя своих детей, ты будешь отдавать вот это именно. Те ночи, которые ты стоял с тяжестью, ты будешь отдавать людям. Ты избегал зина, будешь брать зина людей, когда у тебя не останется своих благодеяний. Люди пили в этом мире вино, делали харам, ты боялся Аллаха, не делал это в день суда. Закончится благодеяние, чем отвечать? Будешь брать все грехи на себя, ответить перед Аллахом. Аллах справедливый, каждый человек получит за каждое слово. Не произносит ни одного слова, кроме как рядом с ним ракиб и атид, 2 ангела. Сколько дел совершили, о которых забыли. Сколько слов сказали, о которых не думали. На 70 лет джаханнам человек падает за одно слово, которое сказал, которым недоволен Аллах.